30 вопросов и 45 минут, чтобы на них ответить. Таковы условия для участников большого этнографического диктанта. Одна из площадок его написания «Дом дружбы народов» символична, ведь задания касаются именно межэтнических отношений. Идея диктанта появилась не у нас, она появилась у удмуртов. Причем сразу эта идея стала такой очень масштабной и распространилась на всю Россию. В прошлом году мы писали этот диктант впервые, первый раз. И так же, как в этом году, Дом дружбы народов Республики Коми был площадкой номер 1 для написания диктанта. 20 вопросов одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, оставшиеся 10 – региональные, раскрывают знания жителей республики именно о родном крае. Их разрабатывали ученые-этнологи Сыктывкарского университета и Коми научного центра. Достопримечательности республики, выдающиеся личности, особенности коми письменности, традиции и история. Спектр вопросов широк. Кто-то из участников в своих силах уверен, кто-то сомневается. Как современный человек, я думаю, что отовсюду я сколько-то дознаю. То есть совсем в лужу-то не сяду. В прошлом году у меня было 58, а были и 21. И я на этом фоне как-то даже сама за себя порадовалась, что знания неплохие. Каждому участнику выдается вот такой бланк для заполнения ответов, а также отдельный листок с вопросами. Они действительно очень разнообразные, касаются как и всей страны, так и отдельно Коми-края. Вот, к примеру, интересный. Укажите северную реку, на берегах которой проживают ненцы, коми и устилюмы. Антонина Федосеева в диктанте участвует впервые. Говорит, знания проверить интересно, но специально не готовилась. Она постоянный гость Дома дружбы народов. В коми-пермяцком землячестве состоит больше 5 лет. И сегодняшний добровольный экзамен – еще и лишний повод увидеться с друзьями. Мы давно уже не встречались, вообще-то месяца, наверное, 2, да? Месяца 2, если не больше. И я, например, очень соскучилась и пришла в основном вот встретиться, посмотреть друг на друга, обняться, может, чай попьем. И вот 45 минут на исходе. Участники сдают бланки. Антонина Федосеева признается, ожидала более легких вопросов. Наверное, половину вопросов я ответила неправильно. Ну, старалась, конечно. Что-то вспоминала. Если бы знала, может быть, где-то бы и почитала что-то. Но так-то я вообще не готовилась. Вот. А надо знать и литературу, смотрите, и историю надо знать очень много. Ответы проверят сами кураторы площадок, результаты отправят в Министерство национальной политики. И уже оттуда они отправятся в общую всероссийскую базу. О том, как справился с заданиями, каждый участник сможет узнать в День Конституции 12 декабря. Любовь Филиппова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.